В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Удушливый запах гари от свалки добрался и до Нижнекамска. Одеваем респираторы, потом шарфом и идем в садик. Как будут рекультивировать полигон, репортажа Анны Городновой. ЖЭК «Потрошитель». И на сегодняшний день в прогнозных суммах стоимости жилищных коммунальных услуг по этой статье есть увеличение в 2 раза. В коммунальной арифметике разбиралась Альбина Аслагараева. Обойдутся ли без подвигов? Мы уже готовы к зиме. Ждем только первого снегопада. Готова ли Казань к зимнему содержанию дорог, узнавала Алия Хайрудинова. Знаменитый пианист-виртуоз снова в Казани. Столько уже за это время сделано с этим прекрасным коллективом. За эти уже 9 лет, когда Саша возглавил оркестр. Как прошел первый концерт фестиваля «Денис Мацуев» у друзей, расскажет Зарина Ахметова. Сегодня впервые в Татарстан в качестве представителя президента страны в Приволжском округе приехал Игорь Комаров. Его на эту должность Владимир Путин назначил в сентябре. Напомним, Михаил Бабич отправился послом в Беларусь. Сейчас Игорь Комаров знакомится с делами, посещает веренные ему регионы. Визит в Татарстан начался с Закамья. Как там идут дела у ключевых предприятий и какие впечатления у нового полпреда, расскажет Дмитрий Аринин. Первая кабина уже стоит, сварена в самом конце конвейера. В городе на Каме первым делом визит на КАМАЗ. В компании Рустама Минниханова полпреду показали все этапы выпуска грузовиков. Сейчас на КАМАЗе начали производство новых более мощных 6-цилиндровых двигателей класса Евро-5. Полпред пообщался с рабочими и оценил комфорт кабины новой модели. Новому полпреду 54 года. С техникой и новыми технологиями Игорь Комаров, можно сказать, на «ты». Ранее он возглавлял Роскосмос и был заместителем министра науки России. В Автограде полпред также пообщался с участниками форума о цифровой трансформации промышленности. Посетил индустриальный парк, IT-парк и детский технопарк «Кванториум». Они программу дают. Мы даем инструмент. Они загружают, и машина дает там рекомендации. Да, то есть таким образом мы, получается, помогаем им делать мониторинг быстрее и точнее. Затем на совещании обсудили подготовку к празднованию 50-летия КАМАЗа. Рустам Минниханов также предложил создать в Челнах новый крупный технический вуз. Так набирающие обороты предприятий всего Закамья не будут испытывать дефицит кадров. Игорь Комаров эту идею поддержал. А это что, без окон? Это заготовка как раз пойдет. А это уже визит в Улубугу, крупнейшую инвестплощадку Татарстана. В минувшем году сюда вложили почти 30 миллиардов рублей. Сейчас здесь работают 3 десятка производств. Еще более 20 проектов резидентов готовятся к запуску. Совокупная прибыль сейчас здесь перевалила за 50 миллиардов рублей. Очень глубокая локализация. То есть не только что считать, что мы не дальше. То есть можно сегодня сказать, у нас 67 или 68% результатов потребителей было. Завтра новый полпред познакомится с еще одной особой экономической зоной республики – Иннополисом. А в Казани пройдет совещание, где обсудит указ президента России о национальных целях и стратегических задачах развития страны. Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны, Алабуга. Кадровые перестановки произошли сегодня в республике. Александр Груничев назначен председателем Госкомитета Татарстана по тарифам. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов. Ранее Груничев руководил управлением Федеральной антимонопольной службы. Теперь он сменил на посту Марата Зарипова, который ранее возглавил Госжилфонд. И сегодня же Рустам Минниханов освободил от должности Айрата Шафигуллина, секретаря Совета безопасности Татарстана. Он возглавил УФАС. Нового руководителя коллективу сегодня представили заместитель начальника антимонопольной службы России Андрей Цариковский и вице-премьер Рустам Нигматуллин. Жителям предложили переехать, а полигону нужна рекультивация. Осложняется ситуация на свалке шин у села Прости Нижнекамского района. Справиться с тлением у пожарных не получается. Жители начали болеть. Почти месяц они живут в плену ядовитого дыма. И выхода пока нет. Почему для надзорных органов все в норме, а исполком предлагает переезд из точки экологического бедствия, выясняла Анна Городнова.
В садик идем, одеваем респираторы, потом шарфом. В таком угаре жители села Прости живут почти месяц. Нижнекамский район окутан дымкой, удушливый и плотный. Люди жалуются на сухой кашель, кровь из носа и головокружение. Здесь живут около 700 человек, более сотни из них дети. Дым идет теперь и в сторону Нижнекамска. У меня жена уже неделю голова болит. Не может. Тошнит очень сильно, и кашель начинается вот этот вот сухой. Огонь тушит, но он, как торфяники, полыхает вновь. Площадь 4 гектара. Прогорая внутри, свалка начала проваливаться. На глубине в 15 метров резиновые покрышки. Находиться здесь уже опасно. От нас, от пожарных, здесь мало что зависит. Мы здесь воду лили 2 недели, шли дожди. То есть вот эффект тот же самый остался. На арендатора земли, компанию «Нефтехим Агропром», Росприроднадзор составил 6 административных дел. Штраф может составить до 300 тысяч рублей. Теперь нужно решить, кто займется рекультивацией, ведь шины хранятся там еще с советских времен. По словам местных властей, они неоднократно подавали заявку на рекультивацию, но решение откладывалось. Нужно минимум 100 миллионов рублей. Именно надо изъять то, что там лежит. Не просто вот засыпать, закопать, да, это неправомерно, потому что это в любом случае там будет оказывать влияние на и подземные водные источники. Уже практически со всеми заинтересованными сторонами этот вопрос согласовали. Надеемся, что республика в рекультивации, скорейшей рекультивации нашей свалки поможет оперативно. Пока решается вопрос с рекультивацией, состояние здоровья людей из-за гари ухудшается. Росприроднадзор сообщил об этом в Роспотребнадзор. Но на наше удивление там пояснили, обращения напрямую от жителей в управление не поступали. Пробы воздуха от 7 ноября соответствуют нормам, а ветер дует вовсе не на людей, а от населенного пункта. В исполкоме же сегодня предложили неожиданный вариант решения вопроса. По возможности обращаться, переезжать к родственникам пока временно. Тот масштаб, который сейчас присутствует, невозможно в одночасье снять вот эту задымленность. Власти, похоже, рассчитывают и на небесную канцелярию. Перекрыть кислород огню, возможно, поможет обильный снегопад, говорят здесь. Анна Городова, Наталья Лушникова, Марат Зайдуллин, Фахри Исламов, ТНВ, Нижнекамский район. Тарифы за вывоз ТБО могут вырасти вдвое. Скорректированные цифры татарстанцы увидят уже в январе. Причина – новые параметры расчета мусорной платы и новая система сбора отходов по всей стране. Сегодня в Комитете по тарифам республики обсуждали этот непростой вопрос. Альбина Салгараева вникала в детали расчета. Это не просто мусор, это буквально золотые отходы. А все потому, что в будущем году в стране меняется система вывоза ТБО. Уже определены региональные операторы. В буквальном смысле это мусорная реформа. Население будет обязано сортировать отходы: бумагу, стекло, пластик, пищу. Во дворах появятся специальные урны. В республике уже практикуют подобное. Но теперь это отразится на коммунальных платежках. В прогнозных суммах стоимости жилищных коммунальных услуг по этой статье есть увеличение в 2 раза. Составляться сам норматив также будет по-новому. Если раньше его рассчитывали по квадратным метрам, с 2019-го расчет будет идти по количеству проживающих людей. Стоимость вывоза ТБО будет зависеть от 2 параметров. Нормативы накопления мусора на каждого жителя, его устанавливают муниципальные власти, и тарифы на вывоз 1 килограмм отходов, который устанавливает региональный оператор. При этом в Минсоцзащиты спешат успокоить: выплаты для льготников сохранятся. Субсидия назначается, если затраты семьи превышают сегодня 21%. От дохода на ЖКУ. Сегодня это 21%, со следующего года предлагают оставить его 20%. А значит, семей, получающих эту субсидию, станет больше, ведь объем средств не уменьшится. Стоит отметить, что это пока лишь прогнозы, окончательные тарифы не утверждены. В Комитете по тарифам ежедневно проходит обсуждение. Завтра ожидается очередное заседание экспертной комиссии. Какие же цифры окончательно появятся в платежках, станет известно 16 ноября. Альбина Салгараева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Отношения дали трещину. Сегодня в Приволжском суде Казани началось рассмотрение иска прокуратуры в адрес компании «Тандер». По словам жильцов дома номер 6 по улице Ахунова, ремонт на 1-м этаже привел к трещинам в стенах. Сюда планирует заехать крупная торговая сеть. Что сегодня на претензии жильцов сказал ответчик, услышал Сергей Хайдаров. Собираться в коридоре Приволжского суда жильцы дома по улице Ахунова начали задолго до начала заседания. Эта история длится с сентября. Тогда они узнали, на 1-м этаже их дома появится новый супермаркет. Начался ремонт. Проводились работы именно по ремонту. Когда рушили стены, весь дом не мог ни жить, ни спать. Буквально на сантиметр у меня дверь просела. И в это же время у меня пошли трещины.
Эти трещины в квартирах, по словам жильцов, появились с началом ремонта. Говорят, за 6 лет, что стоит дом, такого не было. Да и разрешения на соседство с супермаркетом у них никто не спрашивал. Все действия, которые производят любая строительная фирма или что-то, да, она должна согласовывать не только с собственником, но и с теми людьми, которые находятся в этом здании. Сегодня первое заседание прошло без телекамер. Таким было пожелание ответчика компании «Тандер». По словам представителя, еще не факт, что трещины возникли по их вине. Якобы к опорным конструкциям строители даже не прикасались. Однако высказывать свою позицию на камеру ответчик отказался. Нет. А почему? Буквально пару слов. В настоящем судебном заседании было выслушаны стороны, даны пояснения заинтересованных лиц, и судебное заседание было отложено для предоставления дополнительных доказательств сторонами по делу. Рассмотрение дела суд перенес на 27 ноября. За эти 2 недели обе стороны, как ответчик, так и прокуратура, должны предоставить дополнительную доказательную базу, которая, возможно, и даст понять, откуда появились эти трещины в доме и грозят ли они как-то ему обрушением. Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. В ближайшую субботу синоптики обещают в республике долгожданный снегопад. Он станет испытанием для водителей и не только для водителей. Сегодня в Доме правительства глава Минтранса рассказал, как он вооружил дорожников на предстоящий сезон. Почему и при 100% укомплектованности техникой, реагентами и рабочими на дорогах происходит транспортный коллапс, разбиралась Алия Хайрудинова. 2 года мы уже используем вот этот реагент. Это двухконтактный реагент, смачиваемый. Он очень удобен и очень хорошо с ним работать. В Горвод-Зеленхозе на смесь нового поколения перешли 2 года назад. В этом ее закупили 1500 тонн. Этого должно хватить для зимнего содержания дорог 2 районов Казани. Правда, в случае форс-мажора, когда республика переходит на план «Буран», и районы подключаются. При необходимости, значит, мы привлекаем дополнительные силы, то есть это и техника, и, значит, ресурсы, и в таких ситуациях мы, значит, можем привлечь дополнительно более 1000 единиц техники. В этом году у подрядчиков более 1000 единиц техники, сотни тысяч тонн пескосоляной смеси и реагентов. Последние российского производства и по ГОСТу. Министр отметил, вреда автомобилям они не несут. А при таких испытаниях на прочность, как, к примеру, февральский снегопад в этом году, без них не обойтись. Усилия дорожников оценили и сами автолюбители. Я очень доволен дорогами, зимой дорогами, в Казани особенно. Дороги хорошие, чистить тоже хорошо. В последние годы, наоборот, обратил внимание, приятные тенденции круглосуточной работы. В этом году технику докупили, работать круглосуточно уже начали, а в случае снежного коллапса попросили. Потерпите. Попрошу отнестись с пониманием, подождать 2-3 дня, и дороги придут в нормальное состояние, и будет обеспечена пропускная способность. Наряду с техникой в борьбу против снега и льда встанут реагенты, соль, а также строительный песок. Особое же внимание уделят остановочным площадкам, а также местам спуска и подъема людей. Зимний режим содержания дорог начался 15 октября и продлится ровно полгода. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Особый взгляд незрячего. Она мне говорит не то, что я делаю, то, что я делаю, я знаю. А она говорит мне то, что происходит на экране. Какой новый портал поможет слепым и слабовидящим увидеть мир без границ, расскажет Вероника Гайнудинова. Знаменитый пианист-виртуоз снова в Казани. Столько уже за это время сделано с этим прекрасным коллективом. За эти уже 9 лет, когда Саша возглавил оркестр. Как прошел первый концерт фестиваля «Денис Мацуев» у друзей, расскажет Зарина Ахметова. В это воскресенье в республике пройдут референдумы по самообложению. А провести их честно помогут 1500 независимых наблюдателей из корпуса «За чистые выборы». В основном это студенты и юристы, уже участвовавшие в различных выборных кампаниях. Как говорят, на этот раз их присутствие будет самым массовым, и для работы отобрали лучших из лучших. Для координации мониторинга и обнародования информации задействует специальный интернет-портал и блокчейн-технологии.
Наша система национального общественного мониторинга, портал mom24.ru, выстроена в системе именно блокчейна и позволяет без искажения доводить информацию от непосредственно пользователя, да, вот если мы берем конкретно на примере наших наблюдателей на участках, до системы, с которой может ознакомиться каждый гражданин, который заходит на портал и, соответственно, просматривает информацию, которая поступает с участков. Как подготовить специалистов с высшим образованием для системы здравоохранения? Новые подходы в этой области искали сегодня на заседании коллегии Министерства здравоохранения России и Беларуси. Встреча состоялась в Казанской медицинской академии. Страны ведут несколько совместных исследований. Среди них программа преодоления проблемы устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, вопросы педиатрии, детской онкологии и стволовых клеток. Это такая форма работы, где оба министерства, во-первых, могут обсудить какие-то текущие проблемы, наладить более тесные взаимоотношения между своими научными кругами. В рамках нашего союзного государства есть программа союзного государства. Мы сейчас работаем по одной программе, по 4 программам мы практически находимся на хорошем уровне их согласования, не охватывает различнейшие аспекты. Те результаты, которые мы получим, они в том числе работают на продолжительность жизни жителя сегодняшнего мира, жителя Республики Татарстан, жителя Республики Беларусь, вне зависимости от национальности, вне зависимости от конфессии, вне зависимости от приоритетов. Самое главное – это наше с вами совместное здоровье, которое, в принципе, рождается не только благодаря врачу, но еще и благодаря ответственному отношению к своему здоровью. Шанс встретить своего генетического близнеца 1 на 10 тысяч. Ежегодно в России в пересадке костного мозга нуждается 5 тысяч человек. Это те, кто болен лейкозом. Их жизнь зависит от того, смогут ли они найти донора. Расширение базы доноров костного мозга сегодня обсудили на площадке КФУ в Казани. Уже 2 года развивается свой регистр доноров. Создана лаборатория по проведению исследований генной совместимости. Работу лаборатории обеспечивает благотворительными средствами Русфонд. И сейчас он ищет способы уменьшения затрат на тестирование генов. Реакция людей на словосочетание пересадка костного мозга буквально 3 года назад, 4 люди от этого словосочетания падали в обморок. Это очень страшно и все. Сейчас мы получаем в день десяток как минимум писем или сообщений в соцсетях с разных концов страны. Люди пишут: я хочу быть донором. Особый взгляд незрячего. Они видят больше, чем мы думаем. Сегодня в Международный день слепых в Казани презентовали уникальную, многофункциональную интернет-площадку для незрячих и слабовидящих. Статьи, вдохновляющие истории, консультация офтальмологов, календарь событий и Тифло-кинотеатр. О том, как незрячий может увидеть мир без границ, Вероника Гайнудинова. Длинная челка, на ней блузка в бело-голубую клетку с коротким рукавом. Программа читает, Анатолий повторяет, понимает и видит картинку на экране. Девочку в голубой блузке с короткими рукавами. Он представляет себя сам. Анатолий Попко перестал видеть в 12 лет, но это его ни в чем не ограничивает. На этом обычном компьютере установлена программа экранного доступа. Она мне говорит не то, что я делаю, то, что я делаю, я знаю. А она говорит мне то, что происходит на экране. Говорить и тем самым показывать. Именно об этом интернет-площадка «Особый взгляд для незрячих». Здесь каждый материал есть как в текстовом, так и в аудиоформате. А все фотографии и видео с тифлокомментариями. Это когда картинка сопровождается описанием действий происходящего и самих персонажей. Этого нет на других интернет-ресурсах. Тифло-кинотеатр, консультация офтальмологов, вдохновляющие статьи. Сам портал был открыт 15 октября 2018 года. То есть он уже работает и уже доступен незрячим. На данный момент к нам уже присоединилось 130 организаций нашей страны. Что мы делаем? Мы призываем организации, которые создают доступную среду, которые делают инклюзивные мероприятия, рассказывать у нас на портале о том, что происходит. Проект реализуется благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Порталом «Особый взгляд» могут пользоваться абсолютно все, у кого есть доступ к интернету. Вероника Гайнудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В этом году впервые за 12 лет провели ремонт. В следующем появится водолечебница. Все это благодаря республиканскому проекту «Сможем вместе». Заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова и глава Минсоцзащиты Эльмира Зарипова сегодня посетили реабилитационный центр для детей-инвалидов «Здравушка» и увидели, как он меняется. Здесь начались уроки фотографии, навыки, которых воспитанники смогут применить в жизни. Но обучают здесь не только детей, но и их родителей. Объясняют, как правильно работать с ребенком с ограниченными возможностями.
Не стоит на месте реабилитационная вообще работа, технологии, методики. И то, что здесь приумножился вот тот потенциал, который был когда-то создан именно за счет внимания, добра, тепла, за счет реабилитационных услуг, это очевидно, и это очень-очень радует. Наш следующий сюжет как раз для детей и их родителей. За завтраком по пути в школу или детсад, или в самолете с любой точки мира. На какой кнопке вещает новый телеканал Шаян ТВ и как его найти в телевизоре, гаджетах, интернете. Видеоинструктаж от Салавата Мухаммадуллина. В аппаратно-студийном блоке Шаян ТВ уже вовсю идет работа. Детский телеканал вещает 24/7. Сейчас в эфире образовательная программа. А уже вот здесь видно, что после нее примерно через 15 минут телезрители ждет мультфильм «Мирас УГ». Но как все не пропустить? Сейчас расскажем. 23-я кнопка на пульте и вуаля, Шаян ТВ в вашем телевизоре. Пока он доступен только для абонентов Таттелекома, но подключить детский канал можно и через Смарт ТВ. Пока он охватывает Россию и республику, задача от президента через спутник вещать на весь мир. Сети кабельного телевидения Таттелеком на 23-й позиции в аналоговом цифровом пакете и 24-й позиции в пакете IPTV. Кроме того, его можно увидеть в эфирном вещании в пакете мультиплекс DVB-T. Сейчас ведутся переговоры с операторами кабельного телевидения МТС, Дом.ру, Уфанет. Смотреть Шаян ТВ можно и через интернет. Для этого набираем в строке для ввода адрес shayantv.ru, попадаем на сайт телеканала, прокручиваем немного вниз, и перед нами оказывается графический телевизор. Нажимаем play, и детские передачи и мультфильмы перед нами в любое время. Мы готовы 24 часа быть на связи, и поэтому, где бы ни были, дома, в машине, на улице, мы всегда можем подключиться к интернету через наши смартфоны и посмотреть Шаян ТВ. И также мы можем посмотреть по телевизору. Лежа на диване или даже в полете над Нью-Йорком, смартфон тоже проводник на Шаян ТВ. Чтобы включить канал на телефоне, достаточно, как и на компьютере, зайти на сайт shayantv.ru и перейти в режим онлайн. Таким образом, любимый канал в любое время и с любой точки мира доступен для каждого. Салават Мухаммадуллин, Даниил Фуатов, ТНВ, Казань. Его имя уже давно известно во всем мире, но сегодня он выступает в Казани. В столице проходит фестиваль «Денис Мацуев у друзей». Знаменитый пианист играл на одной сцене с Государственным симфоническим оркестром республики. Сегодня стали известны имена 4 стипендиатов фонда «Новые имена» и Зарина Ахметова. Обо всем по порядку. Из Чикаго на сцену Казани. Пианиста Дениса Мацуева уже знают во всем мире. Чтобы насладиться игрой музыканта-виртуоза, в столице Татарстана собрался полный зал. Сонаты Бетховена, баллады Шопена и произведения Грига. Представление яркое, как и сами музыканты. Открывает программу сольное выступление Дениса Мацуева. Уже долгое время пианист плодотворно сотрудничает с коллективом. И в этот раз концерт Дениса Мацуева и симфонического оркестра Татарстана стал уже 30-м. По словам именитого музыканта, Казань постепенно становится для него еще одним домом. Столько уже за это время сделано с этим прекрасным коллективом. За эти уже 9 лет, когда Саша возглавил оркестр. Оркестр растет, оркестр добивается высочайшего качества. Оркестр становится гибче, оркестр становится мастеровитей. Концерт не единственная миссия пианиста. Сегодня днем на этой же сцене выступали стипендиаты благотворительного фонда «Новые имена», президентом которого является Денис Мацуев. Возможность обучаться в летней творческой школе в Суздале получили 4 казанских школьника. Очень счастлива, что стала стипендиатом. Очень всегда мечтала, надеялась на это. Все мы, которые прошли школу новых имен, помним ту радость, ту заботу о нас, ту помощь, которую давали и дают новые имена. Вы знаете, этот момент, на мой взгляд, должен запомниться вам надолго, потому что вы стали членом уникальной семьи. Финальный концерт фестиваля 14 ноября. Зрители услышат произведения Чайковского, Стравинского, Шостаковича и, конечно, виртуозную игру пианиста. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Ну а сейчас о погоде на завтра. Я же прощаюсь с вами. До новых встреч на ТНВ. Всего вам доброго. В Казани завершился розыгрыш чемпионата России по плаванию на короткой воде. В заключительный день соревнований наши пловцы вновь порадовали очередными наградами. Эрнест Максумов завоевал бронзу на дистанции 1500 метров вольным стилем. Также выступающий в составе сборной Татарстана Григорий Тарасевич завоевал серебро. А до этого наши девушки пополнили медальную копилку бронзовой наградой в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Таким образом, в активе татарстанских пловцов всего 9 медалей, одна из которых золотая. Волейболистки казанского «Динамо» сыграют в финале 4 Кубка России против Енисея. Жеребьевка женского турнира состоялась в Москве. Финальный раунд пройдет в этом году 13-14 декабря в Калининграде. В другом полуфинале сойдутся местный «Локомотив» и московская «Динамо». Последняя встреча подопечных Ришата Гилязутдинова и красноярского клуба в рамках чемпионата России завершилась победой «Динамо» со счетом 3-0. К новостям тэквондо. В польской Варшаве завершилось первенство Европы среди молодежи до 21 года. По итогам соревнований татарстанцам, которые вошли в состав сборной России, удалось завоевать 2 медали. 1 серебро и 1 бронзу. В весовой категории до 49 килограммов на вторую ступень пьедестала почета поднялась Алена Миронюк. В весовой категории до 67 килограммов бронзовую награду завоевала Юлия Мьюц. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Поговорим о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. В Татарстане сохраняется морозная погода, но днем солнечные лучи хорошо прогревают воздух. И по данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно, 3 градуса ниже нуля. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет слабо морозная погода, -2, синоптики осадков не обещают. Солнечные лучи будут прогревать воздух с севера Татарстана, тут без осадков 1 градус ниже нуля. 14 ноября для северо-запада будет солнечным, -3. На юго-западе, в Болгре, в Буинске, Дрожжаном синоптики обещают ясную погоду и 1 градус мороза. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков ясно, -2. В последующие дни сохранится такая же погода. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли, операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост». Медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться с проблемами позвоночника и суставов без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. О погоде в столице. В Казани ожидается ясная погода. Дневные температуры -1, -3. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. Мама – самый главный человек в жизни. Потребительский кооператив «Семейная копилка» в честь Дня матери объявляет акцию. Только с 21 по 23 ноября действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.